Возможно, через какой-то период времени я по профессии буду работать своей первой, но я понимаю, что сейчас для нашего народа я могу принести намного более, чем работая в аптеке. Абдулвахаб Сидхалилов, 21 год, родился в Симферополе. Предки из Севастопольского, Бахчисарайского региона, как по отцовской, так и материнской линии. Бабушки, дедушки были высланы с села Упа, Утаркой, Саватка Балаклавского района. Были высланы по материнской линии Маргелан, по отцовской линии Черчик. И в 1989 году и сторона матери, и сторона отца вернулись в Крым и поселились в Симферополе. И уже здесь познакомились друг с другом. Мой прапрадед Абибулай Эфенди, он был мулой в селе Упа Севастопольского региона, Балаклавского уезда. Учился в Стамбуле, в медресе, там же преподавал несколько лет и, вернувшись в Крым, преподавал и был мулой, имамом в деревне Упа. Трижды был раскулачен, и последний раз его раскулачили в Ташкент, Узбекскую ССР, и он умер в Ташкенте еще до депортации крымских татар в 1940 году, он умер в Ташкенте в тюрьме. На самом деле эти рассказы, они были с детства, и когда я был очень маленький, то есть это 8-9 лет, я тогда еще сильно, возможно, не понимал всю трагедию этого дня, но моя битам, Сиза Битам Рамитли, и Карбаба, Инвер Карба у меня есть, Левзабита, вот они мне каждый год в преддверии 18 мая, не только мне и моему брату, они рассказывали об этом дне. Конечно, я думаю, что я более уже адекватно, может, поглощал эту информацию. Это уже в период своего взросления, 13-14 лет. И это было, наверное, тяжело. Хотя я был маленьким ребенком, но по этим рассказам я погружался в тот мир, погружался в то время, и я это все представлял и видел. Вначале, может, была боль, обида, какая-то иногда поступала месть, но ты понимаешь, что это исторический промежуток, он прошел, и мы его пережили, Аллах шукур. Надо идти дальше, надо делать все то, что надо нашему народу сейчас. Потому что депортация – это не просто же выселение людей, то есть людей не просто выселили, и в этом вся трагедия. Трагедия заключается в том, что была уничтожена полностью культура Крыма, архитектура Крыма, топонимика. Язык наш был уничтожен. Мы сейчас разговариваем почти все на русском языке, когда когда-то в Крыму был государственный язык крымско-татарский, и мы сейчас с вами разговаривали на другом. Мы в нашем университете проводим это мероприятие не первый год, уже на протяжении 4 лет. Мы проводим мероприятие, посвященное Дню депортации народов из Крыма. И, конечно же, в начале, это 4 года назад, мы сталкивались с трудностями разрешения, но это все решается юридически, и со стороны администрации вуза проблем больших не испытывали, они положительно отнеслись к проведению данного мероприятия. И уже на протяжении 4 лет мы каждый год проводим не просто дни памяти, а мы постоянно делаем какие-то инсталляции интересные. И очень приятно видеть наших преподавателей, студентов других национальностей. И, кстати, многие студенты из других стран англоязычные, которые об этом дне, возможно, не знали ничего, увидев инсталляцию, возможно, по-другому воспринимают уже данную дату. И я вот, когда проводил мероприятие, я ставил перед собой цель, что если из 100 человек, которые увидят и посетят данное мероприятие, хотя бы 5 человек другой национальности начнут относиться к этому дню
немного с другой стороны, то есть для меня это уже будет большое дело. И когда я видел со слезами на глазах своих преподавателей, которые выражали скорбь и разделяли с нами этот трагический день, для меня это было очень приятно. То есть это было почти невероятно это их видеть, наблюдать. Я думаю, что благодаря вот этим реакциям стоит данное мероприятие проводить и в будущем. Сейчас наше дело – это восстановить хотя бы до того уровня, которое было к началу 20 века, не говоря уже до уровня ханского периода. И надо последовательно идти и делать то, на что мы имеем возможность сейчас. С детства я от своих бабушек, дедушек постоянно слышал истории жизни в довоенном Крыму, истории депортации. Это было для меня очень интересно. И особенно интересно было видеть те предметы, которые сохранились. Годам 14-13 я как-то, гуляя по рынку, увидел несколько монет Крымского ханства. Они сейчас не особо ценные, но, в общем, какую-то историческую ценность они имеют, и я почему-то их приобрел на последние деньги. Мне это стало интересно. Поизучал, это были монеты Меглигерия, если не ошибаюсь. И вот это были первые предметы, которые я купил в свою коллекцию. И после этого уже стал потихоньку, понемногу собирать, что-то покупать. Но просто покупая вещи, не изучая их, не зная о них ничего, то есть так невозможно коллекционировать. И поэтому вот это небольшое хобби, оно уже переросло на более профессиональный уровень. Вот с 15 лет я уже начал интересоваться углубленно историей, культурой крымских татар, собирать информацию, ездить по старикам, по селам, по обычаям, по традициям, по каким-то историческим фактам. Все записывал. И вот с того периода как раз у меня началось такое прям углубленное изучение и коллекционирование предметов. Точно подсчета еще нету, к сожалению, я сейчас только начинаю вести журналы. Ну, более 1500 экспонатов уже есть точно. Это и предметы быта, это вышивка, ювелирные изделия, рукописи, живопись и многое другое. Периода от XIV века и до 21. Я храню это какую-то часть у себя дома, какую-то часть не у себя дома, но придерживаюсь правилам хранения определенных вещей, это и по текстилю, и по металлическим изделиям. То есть в таком законсервированном виде у меня это хранится. Самые дорогие вещи в моей коллекции – это предметы семейной реликвии, так скажем. Для меня они самые дорогие. Это Коран моего прадеда Абибулы, который чудом сохранился, хотя сам прадед был репрессирован, а Коран сохранился. Это несколько марама моей бабушки. То есть предметы из своей семьи, фотографии, очень уникальные, довоенные, дореволюционные. Конечно, увлекательно было искать и находить на самом деле ценные, интересные предметы в местах, где они не должны находиться, то есть на каких-то рынках. Но это бывает очень редко. Гораздо чаще я еду за предметами целенаправленно, либо еду в определенные крымско-татарские диаспоры, где я знаю, что какие-то предметы можно найти. То есть в основном такого, что вещь за 10 тысяч долларов я купил за 5 рублей, такое, конечно, не бывает, к сожалению, сейчас. Очень интересно было посещать крымско-татарские диаспоры, Румыния, Болгария, Турция, общаться с людьми. И, кстати, в Румынии и Болгарии крымские татары сохранили свой язык и даже свой диалект. И мне посчастливилось с ними пообщаться и даже приобрести какие-то экспонаты для своей коллекции, очень интересные. И, кстати, моя последняя поездка была в Болгарию. И посетил один из населенных пунктов, где проживает большое количество крымских татар. Пообщался с людьми и говорю, вот я занимаюсь коллекционированием, планирую открывать центр, покупаю предметы, готов предложить хорошую цену, если есть что-то из предметов, которые более 100 лет. И один из жителей мне вынес САС,
вынес старинный крымско-татарский саз, инкрустированный перламутром, костью, то есть уникальный предмет, это ханского периода, скорее всего, конец 18, возможно, начало 19 века, может даже и ранее. Мне стала интересна история этого экспоната, и позже я узнал, что в этой деревне был целый чал, это музыканты, и я говорю, а где сохранились оставшиеся предметы, музыкальные инструменты? Он говорит, ой, у нас есть они, если интересно, мы можем, они менее ценны, но мы можем их тоже вам показать, там, вы можете их приобрести для такой цели. И выносят мне 5 или 6 предметов. Это тулуп-зурна, это кеманча, кстати, тоже интересный очень инструмент. Тулуп-зурна, это вы знаете, да, это духовой инструмент с кожей, дудку вынесли старинную, даре, ну вот зурну обычную. Ну, около 5 или 6 предметов было, и мне посчастливилось это все приобрести. То есть какая-то часть предметов это начало 20 века, и несколько предметов это на самом деле очень ценные, это ханский период, скорее всего, там высокого уровня инкрустации, и то, что они сохранились, это очень уникально. На деле изначально, когда я начал этим заниматься, я очень большие цели перед собой ставил, и когда ставишь что-то, иногда кажущееся для себя невозможным, а потом ты понимаешь то, что ты это можешь осуществить, ты хочешь еще больше, больше и больше, и сейчас очень большие глобальные цели есть, но я думаю, что с помощью Аллаха получится это все осуществить. Это и издание книги, первая книга была по культуре крымских татар, сейчас планируем издать книгу по истории крымских татар, она будет также в таком же виде, в энциклопедическом, это будет как артбук, где человек, прочитав ее, налегке ознакомиться с историей крымских татар. Подтолкнуло на идею создания данной книги это отзывы читателей с разных стран мира. Вот мою книгу первую Бахчисарай Тамарлахайол отправил в Америку и в Канаду, Нидерланды, и многие из них пишут в ответ, а есть что-то подобное по истории? Вот мы с культурой крымских татар ознакомились, это не крымские татары. Мы хотим ознакомиться также с историей, чтобы был английский язык для них понятный. И я говорю, будет. И Хасметулса к следующему году планируем подобное по истории издать. В любых моих целях, которые я перед собой ставлю, есть три проблемы, наверное. Первое – это недостаточное количество информации, то есть она есть, но ее надо изучать, это надо переводить источники. Эти источники, они в основном не оцифрованы, то есть это надо ехать в библиотеки, они большинство даже не на русском языке. То есть это поиск информации, первая сложность. Вторая сложность – это время, нехватка времени, потому что надо совмещать и заработок, и семью уже, вот, и при этом находить время, это все изучать, писать. И третья сложность – это, конечно же, материальная. То есть идей очень много, и все они влекут за собой большие затраты. Идея написания книги была еще с самого начала моего коллекционирования. Мне самому было интересно найти книгу, где я мог бы ознакомиться с культурой крымских татар вот в таком виде. Тогда я еще углубленно не занимался, и для меня подходил как раз такой вариант, то есть кратко, интересно, но при этом достоверно. Я такую литературу не нашел, и уже позже, я думаю, что года 2-3 назад, я пришел к идее создания вот такой книги. Идеей написания книги было погрузить читателя в Бахчисарай начала 20 века, в жизнь крымских татар, традиционную, с обычаями, традициями, показать нашу культуру, наш костюм, интерьеры жилищ, объединить это все в одной книге. Так, чтобы человек, который не знает ничего о культуре, об истории крымских татар, прочитав эту книгу, смог ознакомиться с историей, культуре, традициях, обычаях, уровне образования и так далее. Примерно я начал представлять эту книгу, какая она будет в итоге, после того, как приобрел коллекцию, серию работ Нины Жаба. Это была серия работ из жизни крымских татар. И такая идея пришла в голову, чтобы эти работы воссоздать, то есть восстановить полностью костюмы, интерьер, архитектурную среду,
сделать, оживить, так скажем, эти фотографии. Отзывов было очень много. И во время презентации, и после прочтения книги. Большая часть, конечно, положительных, были отрицательные, даже были агрессивные отзывы со стороны некоторых людей, но я это больше воспринимал как не в укор себе, а в укор тем людям, которые это целенаправленно делали. Для меня было очень приятно, что книгу купили не только крымский читатель купил, но и большое количество уехало за пределы Крыма. Украина, Турция, Нидерланды, ну, в общем, по всей Европе, Америка и Канада. И большинство людей, которые купили мою книгу, они были не крымскими татарами. То есть сейчас очень большое количество людей, которые интересуются культурой, историей крымских татар. Они нуждаются в интересной такой книге по культуре и истории на английском языке. С 13 лет, даже не с 13, с самого раннего детства, может, с лет 8-9, мы уже зарабатывали деньги. Это был сбор каких-то фруктов, овощей, их продажа на местном рынке. Мы что-то перекупали, перепокупали, перепродавали. То есть мы с братом, мы такие немного коммерсанты были с детства, и постоянно у нас были деньги. С 16 лет мне получилось уже построить такой некий бизнес небольшой, который по сей день приносит мне доход. То есть он увеличился постепенно, и к сегодняшнему дню уже какой-то доход мне приносит. Конечно, хочется всегда большего, но то, что есть, Аллаха шукур, мне хватает. В этом году я закончил медицинскую академию на фармацевта-провизора и поступил на магистратуру в Москву. Раньше это был историко-архивный институт, сегодня это Российский государственный гуманитарный университет на кафедру теории и истории искусств. Выбрал Москву не просто так. На самом деле в Москве, в архивах и в общем в России, в Питере хранится очень большое количество информации по крымским татарам, которую нужно изучать, которая в большей части не изучена. Туда тяжело попасть нашим крымским специалистам. И я подумал, что, возможно, после окончания Московского университета, возможно, дальше пойду на аспирантуру там, и так далее. Возможно, для меня откроются какие-то двери в те архивы, и будет возможность изучить документы там. Несколько лет назад я первый раз посетил город Сафранболу. Это город, который находится в Турции. Город, в котором сохранилась османская архитектура. Он входит в ЮНЕСКО, и его исторический центр, точнее здание, которое находится на его историческом центре, это здание, которому больше 100 лет. Интересно то, что отели, магазины, лавки, они все сделаны в стиле, в османском стиле, в стиле 19 века. Я сразу же представил так скажем, нашу культурную и в прошлом политическую столицу. Это город Бахчисарай. И я думаю, что если бы восстановить хотя бы исторический центр Бахчисарая, ведь у нас, опять же, есть возможность, есть люди, у которых есть возможность выкупить исторический центр города Бахчисарая, перекрыть все крыши черепицей, восстановить старинные дома и сделать центр культуры крымских татар, к примеру. И ведь это не просто вложение, это вложение может приносить огромные доходы. Взять, к примеру, опять тот же самый Сафранболу, там огромный туристический поток. Людям это интересно, приезжают не только с Европы, а вплоть до того, что приезжают там с Китая, с Азии, с Японии. Я вот когда там было очень много посетителей с Японии. Там в городе есть лавки, в которых возрождают народные ремесла, вышивку, гончарные какие-то изделия, медную посуду. Это все можно приобрести, купить, увидеть, там, вплоть до того, что даже ездят на старинных араба. Вот. И я думаю, что если такой же исторический центр восстановить в Бахчисарае, это могло бы быть не только на благо народу, это могло бы приносить хорошие доходы. Я надеюсь, что все-таки найдутся те люди среди нашего народа, которые потратят свое время, потратят свои какие-то материальные накопления и постепенно
будут идти к осуществлению такой идеи.